Как и обещал, вкратце расскажу и покажу, как удалить у боровой дичи. Вот в данный момент у меня рябчик. Как удалить кишки и как сохранить вообще боровой дичь на охоте, как бы долгих походах. Если, скажем, полмесяца на охоте и в общем, как сохранить птицу в течение полумесяца. И это начнем с того, что надо сперва удалить кишки. И для этого нам надо здесь убрать перья. Вот здесь я выщипал. Вот здесь участок где-то диаметром 3 сантиметра. И делаем надрез. Надрез, вот анальное отверстие. И возле него делаем надрез. Так ровненько, аккуратно, чтобы не задеть кишки. Все, надрез сделали. Кому неприятно, можете выключить или вообще не смотреть. Но без этого никак. Курица вам в кастрюлю тоже с кишками не попадает. И оттуда одним-двумя пальцами убираем кишки. Вон. Все. Немножко, конечно, пулей там задела свинцом. Все там. Ну, в общем, все выходит нормально. Дальше вон кишки вышли. И пальцем берем желудок. Вон. Все, вырываем. Дальше от анального отверстия также вырываем второй конец. Все, кишки у нас все кишки мы оттуда убрали. Дальше что у нас там остается еще? Печень. Печень оттуда тоже удаляем. Все, внутренности там ничего не осталось. Некоторые я смотрел, как бы тоже видео, некоторые умники, как только удаляется кишка, некоторые туда ложат лапники от елки, от пихты. Это ни в коем случае нельзя делать. Она портит только мясо птицы. Как бы берет, но если еще теплое мясо и вообще этот запах елки там остается, но зачем это? Нельзя. Это запах елки, там можно освежитель воздуха делать или еще, но ни в коем случае не надо пихать свежее мясо там. Лучше для того, чтобы сохранить птицу в течение нескольких недель, можно сюда ложить обычный булыжник, вот такой где-то, с размером яйца, куриного яйца. Если найдете вот камень с размером куриное яйцо, вот затолкайте лучше этот камень сюда, внутрь. Затолкали, и здесь в окружности можно посолить. Также открываем рот. Вот сейчас он заклинило у него там. Вообще открывается рот, и туда тоже засаливаем. Для того, чтобы это делается от мух, чтоб туда не нагадили вообще они. И аккуратно так голову под крыло. Все, вот в таком состоянии, с камушком внутри, вы складываете или можно вешать за голову в прохладное место.
куда не попадает солнце, и главное, чтобы если тепло, не попадали мухи. Мухи сразу испортят вашу добытую дичь. Нагадят там, опарыши появятся или еще. Конечно же, надо где-то вырыть яму там возле ручья, недалеко, ну, именно возле ручья, там как бы небольшой погреб сделать. И вот там хранят, если долго вы находитесь в лесу. Но лучше, конечно, не торопиться и на охоту ходить уже в прохладные дни. Ранняя птица все равно не так крепкая и хранить труднее. А так, если уже идешь на охоту, скажем, в конце сентября хотя бы или начало октября, легче, конечно, сохранить добытую дичь. Ну вот, вкратце рассказал, показал, как убрать внутренности и как сохранить. Ни в коем случае сюда не ложите лапники от елки и от пихты. Ни в коем разе. Только испортите птицу. А так все. Пока.